Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня, прежде чем перейти к основной теме, я два слова скажу по принципам формирования нового состава правительства Республики Коми. Вы знаете, вчера я отправил в отставку прежний состав правительства, и сейчас идет формирование нового кабинета. Вот какие принципы? Первое, я, во-первых, советуюсь и слушаю предложения лидеров общественных мнений в республике, депутатов Госсовета. И при прочих равных для меня очень важно, чтобы человек был, первое, профессионален, второе, честен и бескорыстен, и третье, действительно пришел работать для повышения уровня жизни вас, уважаемые жители республики, и улучшения экономических показателей республики. Причем это может быть не обязательно человек, который сегодня проживает в республике, но он в свое время родился в республике, закончил здесь вуз, затем по разным причинам уехал работать в другие регионы, но сейчас мы знаем, что такой человек есть, мы его приглашаем, советуемся, еще раз повторяю, и в конце концов, конечно, при выборе, при прочих равных из двух человек, человек, который знаком с республикой, как я уже сказал, родился, жил или живет здесь, и человек из другого региона, который не знает специфику республики, конечно, будет отдан приоритет человеку, знающему республику, человеку, который жил или живет и понимает особенности республики. Это очень важно. Ему потребуется меньшее количество времени войти в процесс управления той или иной отраслью. И это тоже важно, потому что, я уже говорил, у нас очень большие планы. До 2026 года мы должны закончить план диверсификации с открытием более 5000 рабочих мест, новых рабочих мест. Плюс это план социально-экономического развития, который мы должны до конца марта этого года утвердить в правительстве Российской Федерации и начать его реализовывать также до конца 2026 года. Поэтому планов очень много, и я заинтересован как можно быстрее сформировать кабинет министров и начать плодотворную работу. Теперь по основной теме. Сегодня я расскажу о поддержке сельского хозяйства. Это приоритетное направление в экономике республики. Я об этом всегда говорю. И сегодня подтверждаю делами и цифрами, как мы собираемся поддерживать сельское хозяйство в 2022 году. Для начала сумму на поддержку сельского хозяйства в 2022 году будет направлено более миллиарда рублей. При этом из них 880 миллионов рублей – это средства республиканского бюджета. Это очень большие деньги, и я говорил, что основа этих денег – это поддержка своего республиканского товаропроизводителя, в том числе производителя молока. Так вот, порядка 400 миллионов рублей пойдет именно на возмещение затрат на производство и реализацию товарного молока. То есть то, о чем я говорил и в 2020 и 2021 году, мы эту работу начали. В прошлом году, вы помните, мы почти 100 миллионов как раз на этой же цели из бюджета перечислили. Но вот в этом году мы еще более усиливаем это направление, потому что я постоянно об этом говорю, что особенно школьники начальных классов, и не только школьники, должны, конечно, в республике употреблять свое собственное, цельное, настоящее молоко. Теперь по органическим удобрениям. Ни для кого не секрет, что удобренная почва дает более высокую урожайность и плодородность, и поэтому, конечно, в наших землях не хватает органических удобрений, поэтому в этом году мы эту программу тоже запускаем. Это одна из проблем у нас у производителей сельскохозяйственной продукции. В прошлом году мы на опыте одного хозяйства сделали такой еще раз пилотный
проект. Ну, понятно, что там, где удобренное поле, оно дало больше урожай, там, почти в 2 раза, нежели неудобренное. Вот, поэтому в этом году мы эту субсидию будем предоставлять сельхозпроизводителям, причем средства будут выделяться именно от места закупки удобрений до поля, до доставки на поле. Еще одна субсидия, еще один вид субсидий, который тоже в этом году будем реализовывать, это для производства овощей в закрытом грунте. И это тоже для нас очень актуально, поэтому тоже этот вид поддержки в 2022 году начинаем реализовать. Кроме этого, я был в Воркуте в конце года и говорил о том, что мы должны серьезно очень поддерживать и наших оленеводов. Но оленье пастбище тоже нужно изучать, смотреть, где лучше кормовая база и так далее. Землеустроительные работы, исследования геоботанические. Поэтому вот в этом году мы тоже средства выделяем именно для того, чтобы понимать, где устойчивая кормовая база, ну и сохранять и увеличивать продуктивность пастбищ. Еще одна субсидия, которая тоже будет в этом году реализована, это порядка 65 миллионов рублей, направлена на техперевооружение. Это позволит субсидировать приобретение более 100 единиц сельхозтехники и оборудования. Ну и вот по этой теме, по приобретению сельхозтехники и оборудования, Минсельхоз уже объявил о старте отбора заявок. И несколько слов, как обычно, об эпидобстановке. Мы опять немножко подросли на 2 случая. Сегодня за сутки выявлен 141 случай заболевания коронавирусом. Кроме Сыктывкара, Ухты, Сосногорский район, у нас повысилась заболеваемость Воркута и Усинск. Тоже, в общем, понятно, это, скорее всего, привозные все-таки случаи. По заболевшим, среди 141 случая заболевших, 9 человек было привитых, то есть основная, конечно, масса это не привитые, и это опять дополнение к тому, что я говорю постоянно, конечно, нужно вакцинироваться. И сегодня по этому поводу, по поручению президента России Владимира Владимировича Путина, председатель правительства Российской Федерации Мишустин Михаил Владимирович провел оперативный штаб, федеральный штаб по встрече в субъектах нового штамма омикрон, который вызывает кратное увеличение при заражении, нежели предыдущие штаммы, в том числе и дельта. Поэтому еще раз было подчеркнуто, что весь мир, пройдя через омикрон, снова и снова говорит о том, что, конечно, вакцинация – это снижение, ну, во-первых, количества заболевших, во-вторых, качественный показатель того, что привитые болеют либо легко, ну, либо там средняя тяжесть, но без последствий тяжелых. По привитым у нас сегодня закончили полностью вакцинацию 386 902 человека. Ревакцинация тоже достаточно эффективно снова началась после новогодних праздников. 62 775 человек закончили ревакцинацию. У нас за эти дни была дополнительная поставка вакцины, поэтому у нас добавилось количество вакцины, у нас более 158 тысяч доз, поэтому снова и снова говорю о том, что нужно, конечно, записываться на вакцинацию и вакцинироваться. На сегодня это вся информация. Берегите себя, своих близких. До следующей встречи.